Здравствуйте, вы смотрите новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Ашпукол. Коротко о главном. Привычка, которая убивает. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. Ассоциация крестьянского гостеприимства Тува продвигает сельский туризм. Праздник молодых и активных, День молодежи в Кызыле отметили массовым забегом. А теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Тува не исключение. Тема наркомании в нашем регионе по-прежнему остается болезненной. Каждый второй житель когда-то пробовал запрещенные вещества, а во многих случаях судимость за наркотики имели либо сами, либо родственники. Почему люди попадают в одурманивающий плен, тяжело ли из него выбраться и как проходит эта борьба за жизнь, выясняла Диана Баянбогус. Артыш просит не показывать его лицо. В республиканском наркодиспансере он оказался по решению суда. Мужчина – наркоман со стажем. Но после вмешательства медиков, признается Артыш, ему стало намного лучше. Появились цели в жизни. Ведь пагубная привычка разрушила все, что было. Жена, не выдержав накала страстей дома, ушла к другому мужчине. Но Артыш супругу не винит. Говорит в том, что остался один, виноват сам, сделав много лет назад выбор не в пользу семьи. Первый раз попробовал лет 10 назад. Собирали коноплю, с друзьями попробовали помаленьку. И вот так вот, помаленьку, вот так и все затянулось. Все было хорошо, интересно было. Как-то без этого уже, как сигарету курил. Тяга появилась, раздражительность, бессонница, нервный стал, рискуешь, собираешь, покупаешь. На сегодняшний день в стационаре резнаркодиспансера 68 коек. Все заняты. На лечении находятся мужчины, женщины и даже подростки. Подавляющая половина из них страдают от наркозависимости. Статистика количества больных снижается. Сейчас на учете состоит более 450 человек. Но неофициально эта цифра гораздо больше. Зависимость выявляется во время проведения медосмотров, диспансеризации. Причем, как делится заместитель главного врача Ульяна Бичеол, с каждым годом наркомания молодеет. Если 8 лет назад возраст зависимых был старше 45, то сейчас средний возраст заболевших до 35 лет. Мы проводим диспансерное наблюдение. Что это означает? Это означает, что человек регулярно, систематически посещает врача, врач проводит осмотр, проводит диагностические мероприятия, чтобы выявить, есть ли предпосылки к развитию рецидива заболевания. Если есть предпосылки к этому, начинается предупредительный курс лечения. Для того, чтобы рецидива заболевания не было, чтобы человек сохранил вот этот период ремиссии. Те, кто состоит на учете и лечится в диспансере, неукоснительно слушается врачей. Ведь во время ремиссии наркозависимому одному справиться очень сложно. Тут под откос пойдет и благосостояние семьи, перспектива в карьере, друзья. Самое опасное то, что употребивший наркотик человек испытывает радость, лишь приняв очередную дозу. И за это впоследствии приходится дорого платить. Нервозность, расстройство психики, ухудшение здоровья становятся постоянными спутниками жизни. Пагубность наркотиков и заключается в том, что человек остается один на один с этим злом. Резнаркодиспансер принимает больных, даже если нет свободных коек, и помогает вернуться в нормальную жизнь. Желательно не пробовать, не увлекаться, не начинать даже. Вообще не надо начинать. Диана Баянбогус, телекомпания «Новый век». Тему продолжим в рубрике «Гость в студии». Продолжим тему. Заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Тыва, полковником полиции Валишиной Натальей Юрьевной. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Юрьевна, какая обстановка с наркотиками у нас в республике? Ежегодно Управлением по контролю за оборотом наркотиков проводится мониторинг наркоситуации в Республике Тыва. Так, по итогам проведенного анализа за 2016 год наркоситуация перешла в более благоприятные критерии и соответствует уровню напряженной.
Для сравнения, в прошлом году уровень соответствовал тяжелому уровню наркоситуации. Наркотизация населения по состоянию на 1 января 2017 года составила 173,3 лиц, состоящих под наблюдением с синдромом зависимости и наркомании на 100 тысяч населения. В прошлом году эта цифра составляла 195,3. Мы видим снижение на 11%. В том числе наблюдается снижение на 18,7 ниже среднероссийского уровня. В России у нас 213 лиц на 100 тысяч населения наркозависимых. И на 39,9% меньше, чем в Сибирском федеральном округе. Там количество наркопотребителей составляет 288. Какие меры принимаются? 25 мая 2014 года вступил в силу федеральный закон номер 313, который наделил мировые суды полномочиями при рассмотрении административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, возлагает на наркопотребителей обязанность пройти диагностику, лечение, профилактику и реабилитационные мероприятия. Представители судейского сообщества республики активно откликнулись на это нововведение и используют эти полномочия. Так, в 2016 году на территории Республики Тыва было выявлено административных правонарушений по статье 6.8, это хранение при себе наркотических средств для личного употребления, 376. В прошлом году за 2015 год 538. По статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях за употребление наркотиков было выявлено в 2016 году 213 административных правонарушений. Для сравнения, в 2015 году 174. По статье 6.9.1 Кодекса административных правонарушений, то есть это за уклонение от лечения, прохождения диагностики, вот как раз новая статья. За прошлый год выявлено 64 таких административных правонарушения. А в 2015 году цифра составляла 69, и в этом году уже выявлено также 64 только за первое полугодие таких административных правонарушений. Какие виды наркотиков находятся в обороте на территории Республики Тыва? На территории Республики Тыва в 2016 году было изъято около 400 килограмм наркотических средств. Большую часть, значительное большинство, составляет наркотики растительного происхождения. Это марихуана, гашиш, гашишное масло. Какая уголовная ответственность предусматривается за распространение наркотиков? Любые операции с наркотическими средствами и веществами подлежат ответственности. Тяжесть ответственности определяется размером наркотиков, которые изымаются при документировании преступлений и правонарушений. Например, за употребление наркотиков и за хранение при себе до 2 граммов гашиша наступает административная ответственность. Например, по видам наркотиков уголовная ответственность наступает при изъятии марихуаны больше 6 граммов, при изъятии гашиша больше 2 граммов, при изъятии гашишного масла 0,4 грамма, при изъятии героина больше, чем 0,5 грамма. Преступления, которые относятся к категории сбытовых преступлений, сбыт – это любая передача наркотиков, вне зависимости от размера, они сразу относятся к категории особо тяжких преступлений, и ответственность предусматривается за сбыт наркотиков, опять же, в зависимости от тяжести, от размера и других квалифицирующих признаков, свыше 10 лет лишения свободы. А если рецидив? Да, при вынесении решения судами учитываются все обстоятельства, отягчающие обстоятельства и смягчающие обстоятельства, и принимается решение, конечно, соответственно содеянному. Какие меры предпринимаются по сокращению оборота наркотиков? Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с субъектами взаимодействия, прежде всего это, конечно, правительство Республики Тыва, министерство, ведомства заинтересованные, с которыми мы работаем непосредственно, нами принимается ряд мер. Прежде всего, конечно, основные усилия направлены на уничтожение сырьевой базы, которая у нас находится в республике.
это произрастание дикорастущей конопли в центральной части республики. Надо сказать, что в этом году проведена значительная работа, в том числе и Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Разработан проект постановления правительства, которым перенесен срок подачи заявок исполнителями работ на уничтожение дикорастущей конопли с 1 июля, как это было несколько лет до этого, на 15 марта. Это позволило намного раньше начать подготовку к проведению уничтожения дикорастущей конопли и сами работы начать именно своевременно, когда это необходимо. Вот опрыскивание химикатами, например, необходимо проводить, когда высота растения конопля около 20 сантиметров. Если в прошлом году деньги поступили на счета исполнителей только 8 августа, когда уже закончился процесс бутонизации и семена уже осели в грунте, в этом году денежные средства поступили впервые за много лет. В начале июня работы уже начаты повсеместно во всей республике. Предусмотрено опрыскивание химическим способом и двукратное, трехкратное скашивание, потому что при однократном скашивании повторные побеги конопля дают повторные побеги, и для того, чтобы семена не образовались, необходимо опять же провести повторное скашивание. Вот эти работы запланированы в этом году, проводятся, начаты, посмотрим на результат. Хотелось бы добавить, что ежегодно на территории всей Российской Федерации проводится оперативно-профилактическая комплексная межведомственная операция МАК, которая направлена именно на приложение дополнительных усилий к уничтожению посевов дикорастущей конопли, других растений, например, мак, если имеются такие посевы, проводится на территории всей России. И в республике также начата эта операция с 13 июня в этом году. За время проведения операции правоохранительными органами, в том числе и в районах республики, изъято уже 155 килограммов наркотических средств. Всего за 5 месяцев 2017 года изъято 350 килограммов. То есть результаты вполне приличные уже достигнуты. В районах работают сотрудники активно, и мы надеемся получить хороший результат по итогам, в целом по итогам проведения этой операции МАК. Что бы вы хотели сказать населению Республики Тыва? Да, хотелось бы обратиться к населению и с таким, можно сказать, предостережением, поскольку Российскую Федерацию захлестнули синтетические наркотики. Пожалуйста, берегите себя от этого зла. Они могут быть в любом виде, в виде порошка, их могут растворять в воде, употреблять путем курения, любыми способами, вдыхания. Пожалуйста, будьте бдительными. Если вам предлагают какие-то вещества неизвестные, пожалуйста, их не пробуйте, потому что неизвестна концентрация новых синтетических наркотиков, неизвестны виды этих наркотиков, и последствия могут быть летальный исход с первого употребления. Пожалуйста, родители, побольше обращайте внимание на своих детей, любите их, разговаривайте с ними, соблюдайте традиции, которые соблюдались вашими родителями, дедушками, прививайте их детям, и чтобы дети понимали и знали, что все-таки авторитет родителей, он неприкосновенен, и чтобы они поменьше верили интернету и доверяли вам. Я напомню, что у нас в гостях в студии была заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Тыва, полковник полиции Валишина Наталья Юрьевна. Спасибо, что пришли. Тува намерена перенять опыт Алтайского края, где создана Ассоциация крестьянского гостеприимства. Она способствует продвижению услуг сельского туризма. Для того, чтобы оценить потенциал районов республики, в Туву приехали соучредитель Международной агротуристической федерации крестьянское гостеприимство Жан-Мари Перье и сооснователь и президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов. Они объездили чабанские стоянки, чтобы в последующем определить, кто войдет в проект «Крестьянское гостеприимство».
Проект «Крестьянское гостеприимство» подразумевает собой определенный сельский туризм, где жители других регионов страны и даже Европы смогут от первого лица поучаствовать в изготовлении национальной продукции, познакомиться с самобытной культурой коренного народа региона. Аутентичность тувинцев на протяжении последних десятилетий привлекает внимание туристов из разных стран мира. Чтобы поближе познакомить гостей с бытом кочевого народа, их возможно будет принимать прямо на чебанских стоянках. On a quand même une grande diversité de paysages qui peut vraiment surprendre. Меня очень сильно удивило в Туве. Я, конечно, так немножечко ожидал, читал, но не в такой степени. Многообразие ваших пейзажей, природно-климатических зон, что мы были и там, где очень жарко, и были в очень зеленой зоне. Сегодня мы еще, что-то увидели. То есть у вас есть как бы все такие очень интересные крайности, и это очень большое богатство. Стоит отметить, что в ассоциацию может вступить любой из сельских жителей, готовый принять у себя туристов или производящий местную сельхозпродукцию. Мы всей деревне уже несколько лет занимаемся производством сельхозпродукции. Так, каждый, кто участвовал в посеве проса, может ее самостоятельно изготовить для своей семьи. Кроме того, у нас есть и молочная продукция, которая в последующем продается в магазинах Кызыла. Каждый район, который посещали, Жан-Мари Перье и Александр Мирзлов, представлял определенный национальный продукт. К примеру, в Чехольском гости смогли увидеть изготовление проса, тувинского сыра и молочной водки. Но в большей степени это был обмен опытом, потому что Жан-Мари Перье сам является фермером, и весь этот процесс в большинстве своем ему знаком. А если у вас семена? Семена у них... которые семена, эти сами. Нет, имеется в виду, он бы хотел чуть-чуть, буквально маленькую горсточку, чтобы посеять у себя. Гостей встречали на чебанской стоянке участники губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи», которых смело можно назвать передовиками проекта. У них в гостях туристы впервые увидели тувинскую породу короткожирнохвостых овец. Проекты для развития сельского поселения при благополучном внедрении будут способствовать развитию как сельского туризма, так и экономики Тувы в целом. В Доме туризма района, отвечающие требованиям, установленным Международной федерацией крестьянского гостеприимства, получили сертификаты, а с ними организационную поддержку. И очень важно не забыть, что есть также еще, значит, мы сертифицируем крестьянский продукт. То есть если, допустим, производится какой-то продукт, вчера мы видели, допустим, производится сыр или производится из пшена это зерно, которое потом едят со сметаной. То есть это отдельный такой продукт, это тоже сертифицируется уже как гастрономическая сертификация. Внедрение проекта «Крестьянское гостеприимство» для Тувы – это возможность продвигать на туристическом рынке хозяйственников региона. Также в рамках другого проекта «Самые красивые деревни России» в будущем планируется совместная работа с Министерством культуры региона. Вполне возможно, что через пару лет туристов будет встречать деревня из юрт. Анастасия Маслова, Чинчи Самбугай, Райс Хвалык, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Сделаем перерыв на рекламу, а после нее продолжим. Для тех, чье слово на вес золота. Для тех, кто приблизился к звездам. Для тех, кто несет свет. 300 тысяч рублей. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный.
Продолжаем выпуск. 28 лесных пожаров на сегодняшний день действуют на территории Тувы. Это данные Госкомлеса. Площадь пожаров составляет 24 810 гектаров. С огнем борются 336 человек и 37 единиц техники. Напомню, что в Туве по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации и особый противопожарный режим, в связи с чем строго запрещается пребывание людей в лесах, въезд в них транспортных средств, разведение костров и сжигание мусора. Нарушение запретов может сильно ударить по карману. За это предусмотрены штрафы на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностные лица от 15 до 30 тысяч рублей, на юридические лица от 400 до 500 тысяч рублей. Я отмечу, что в экстренной ситуации следует звонить по номерам 101 и 112, а также действует телефон горячей линии службы ГОЧС Республики Тува 3 16 16. Стали известны предварительные итоги охотной кампании в нашем регионе. Как отметил глава Тувы Шалбан Караул в своем блоге, поголовье овец в этот раз увеличилось более чем на 400 тысяч голов. Наиболее успешны овцеводы Эрзинского, Авюрского и Мангун-Тайгинского районов, у которых деловой выход молодняка составил от 84 до 93 ягнят. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Тувы добавили, что в козоводческих хозяйствах общий прирост стада составил 124 тысячи голов. Выход молодняка сложился на уровне 74% от всего маточного поголовья, или на 7% больше, чем в 2016 году. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 59 рублей 66 копеек, а евро 66 рублей 68 копеек. День молодежи, который празднуется 27 июня, в Кызыле начали отмечать заранее. В минувшие выходные было множество интересных мероприятий для молодых и активных. Празднику приурочили массовый забег. С самого утра инициативная молодежь города собралась на площади Арата, чтобы пробежаться вместе до молодежного сквера. 4-я по счету пробежка с чемпионами, которую запустил Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла, на этот раз прошла под лозунгом «Спорт – это модно». Собираться возле городской администрации, желающие принять участие в массовом забеге, начали задолго до старта. На этот раз в пробежке титулованные чемпионы республики не участвовали, потому как каждый из нас в каком-то роде чемпион. Ну а в воскресное утро участвовать в подобном мероприятии достойно уважения, объясняют организаторы. Мы данный проект стартанули в апреле, а по счету уже 4-й раз проводится. И сегодня у нас от площади Арата до молодежного сквера будет. В массовом забеге приняли участие свыше сотни кызыльчан. Каждый преследовал свои цели, и победа была далеко не главной из них. Многие пришли за хорошим настроением. Как настроение? Настроение хорошее. Отличное. И морально, и физически вообще по-любому готовы. И духовно готовы. Ожидание получить море эмоций, знакомств, позитив, как говорится, узнать что-нибудь новое, познакомиться с новыми коллективами, людьми. Одной яркой колонной двигались представители различных ведомств, молодежных организаций и просто любители активного образа жизни. Неспешно проследовав по улице Ленина, уже примерно через 15 минут они преодолели около 2 километров и достигли конечной точки молодежного сквера. Не зря этот год объявлен годом молодежных инициатив. Это было мнение и установка главы республики Шалбана Валерьевича Караула. Это значит о том, что вся команда правительства в этом году упорно работает на то, чтобы наша молодежь, наши ребята находили свое место, устраивались на работу, участвовали в общей жизни общества. Спортивные мероприятия одним забегом не ограничились. Праздник продолжился квестом и фестивалем здорового образа жизни, а вечером молодежь ждала пенная вечеринка и приглашенные диджеи. Чинчиса Мугайра, телекомпания «Новый век». Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». Правительство России не оставило идею продлить срок действия программы материнского капитала. Предложения разрабатываются и будут готовы осенью. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Действие программы материнского капитала хотят продлить до 2023 года. Медицинские работники Республиканского наркологического диспансера совместно со специалистами Республиканского центра медицинской профилактики совершили восхождение на гору Дöge в честь Международного дня борьбы с наркоманией и Дня молодежи. Восхождение символизирует поднятие силы духа. Медработники с вершины горы Дöge призвали население вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных для здоровья привычек. Более 300 тысяч человек обратились с начала года за медицинской помощью в России после укуса клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Число заболевших клещевым вирусным энцефалитом, по данным ведомства, составило 285 случаев. Клещевым боррелиозом – 959 случаев, что ниже уровня прошлого года.
В школе номер 11 города Кызыла с 26 по 30 июня проходит набор в кадетский 10 класс пограничной направленности. Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва опубликовало соответствующее сообщение на сайте Министерства образования Тувы. Неработающие пенсионеры Тувы могут получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, который выплачивает Пенсионный фонд России. Компенсация может производиться как в виде возмещения фактически произведенных расходов, так и в виде предоставления специальных талонов на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте. Для получения спецталонов необходимо заранее обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением. Сейчас узнаем, какая погода ждет нас в ближайшие сутки. Прогноз представит Муза Черепанова. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды, и я Муза Черепанова. 27 июня в Кызыле днем переменная облачность, местами небольшой дождь, возможно гроза. Температура воздуха плюс 30, плюс 33 градуса, ночью плюс 18, плюс 20. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Давление 702 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле немного неспокойное, относительная влажность воздуха 39%. Всего хорошего, до свидания. На сегодня это все. Выпуск также можете посмотреть на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Всего доброго и до свидания.